Прывітанне, сябры! В эфіры рубрика «Надзея запытае». Самую атлетычную лань адправілі на цэнтральную вуліцу Гродна даведацца, ці ходзяць людзі ў нас у Гродна на трэніроўкі, ці займаюцца яны спортам. Ну, пойдемте, запытаемся. Скажите, калі ласка, ці ходзіце вы на трэніроўкі, трэніравацца куды-нибудь, займацца спортом, там, ну, разными видами его? Ну, нет, по мне же видно. Вы знаете, по вам не видно. Честно слово, такая подтянутая даже, можно сказать. А як вы лічыце, неабходна чалавеку, акрамя работы, хатніх спраў, яшчэ хадзіць вот чымсьці займацца? В спортивном плане? Так, ага. Ну, наверное, если он хочет, то, конечно, да. Ну, например, сейчас начнется весна, будут другие какие-то спортивные дачи, да, там деревня. Вот это спорт. Спортивные, да, интересы, я думаю, у многих у нас сейчас такие будут. Я бачу, вы такая дзяўчына спортивная. Ці ходзіце вы на трэніроўкі? Можа, дома трэніруеце, можа, ў спортзальчик ходзіце? Я занимаюсь танцами. Ага, ну это тоже можно сказать. Да. Ага. А что вам дае гэта? Вот гэта такі від фізічнай нагрузки для вас? Ну, мне очень нравится заниматься, я прям вдохновляюсь танцорами другими какими-то. На соревнования всякие показываю себя, как-то открываюсь по-другому, с другой стороны. Опять же, поговорить с кем-то можно там. Да, друзей новых завести можно, конечно же. Да, раньше занималась легкой атлетикой, потом бросила, и сейчас я занимаюсь танцами. Ага, ну тоже тренировочный процесс там еще. Да, тут. там есть. Ага, нагрузка физичная. Да, очень. Скажите, что это вам дае? Ну, вообще танцы — это хобби, и как бы это и спорт, и какое-то развлечение, увлечение. Это круто, классно. Ага. Ну, а можна ли займацца спортом дома? Ну, ці танцамі ў хаце, ці гэта абавязкова трэба кудысьці хадзіць, да кагосьці записываться? Ну, дома, когда ты занимаешься, ты, да, один, но когда ты там в студии где-нибудь в другом месте, это какое-то, знаете, отдельное. Это круто, это вайб. Словечко хорошее, вайб, надо запомнить. Да. Там все такие, как ты. У когосьці штосьці лепш атрымоўваецца, у когосьці хуже, ну, да, все по-разному. То есть ты смотришь на других, учишься, возможно, вот, ошибки свои исправляешь. Так. Ну, не так давно ходил в зал, достаточно часто, и еще занимался спортом, а сейчас как-то меньше стал, но все еще поддерживаю. А для чаго вы такую дзею ў сваём жыцці трымаеце? Для чаго вы ходзіце ў спартыўны зал? Што вам гэта надае? Ну, для себя, чтобы просто выглядеть для себя стройно. Вот и все. Ага. Просто, для себя. Я ходила раньше на танцы, но сейчас не занимаюсь, потому что с коленом проблемы. 10 лет занималась танцами. Шкадуеце, што вы так атрымалася, што няма магчымасці цяпер? Да. Уже сумуеце па таму да. часе? Ага. А што вам надавала гэтыя паходы на трэніроўкі? Я ездила в разные страны, то есть я побывала много где. То есть из-за танцев я была в разных странах, в которых я бы не побывала сейчас. То есть, да, имею спортивное тело, да, то есть бегала, все это. Ну, жалею, что так случилось. Одна корысть, одним словом. Ну, сейчас в данный момент не хожу, но летом велоспорт по стадиону, раз-два, это да. Это нам нужно для здоровья. Ага. Ну, вы сама по себе ходите в какую-то там организацию? Сама по себе. Ага. Вы-то человек такой воли, можете себе заставить? Ну, да, могу. Ага. Могу и полениться, но могу и заставить. Заставьте меня. Ну, получится. Еще не лето, не весна. Ці займаецеся вы спортом? Ці ходите вы на какие-нибудь тренировки? Ці есть у вас такое? На жаль, не. А хотелось бы? В планах на будущее. Вот пойду на пенсию по возрасту, планирую плаванием заняться. Ага, ну это благородный вид спорта. Не знаю, как получится, но планы есть. А скажите, для чаго вот и у вас такие планы, и наогул, для чаго человеку ісці займацца спортом? Можно ж у хаце там... Не, в хате то само собой, да и в хате тоже полезно. Потом хотя бы зарядочку какую 5-минутную с утра сделать. Для здоровья в первую очередь. Для того, чтобы человек красиво выглядел. Так. Тоже, это, я думаю, немаловажно в жизни. Но я считаю, что все-таки спортом надо заниматься. Я могу судить по своим подругам, которые занимаются, что они чувствуют себя лучше и выглядят лучше. Поэтому, конечно, спортом заниматься надо. К сожалению, я не занимаюсь. А вот займацца спортом можно у хаце сам себе, там сейчас это відэаўрокі ёсць розныя, ці неабходна хадзіць да спецыяліста, да трэнера? Ну,
Я могу только из опыта сказать, например, своей подруге, она всегда говорит, что все-таки ходить куда-то и заниматься с кем-то, это и интереснее, и это как-то, больше, может, человек собранный, потому что все-таки, когда ты дома, ты можешь позволить себе слабинку. Ага. Одной ногой в одну сторону пресс качать, с другой стороны булочки закидывать. Это Ну да, и так, и все-таки полениться, ой, это я завтра, ой, сегодня я не могу, а все-таки, когда люди ходят, когда они входят в систему, то, конечно, это дает большие результаты. От я, наприклад, не хожу ні на які тренування у спортзали, там по мені це бачно. А ви ці ходите, це по-перше, і як ви лічите, це чоловіку така от тяга до спорту, що надає? Ну, я вообще-то хожу. Ходите, ага. Хожу не на тренировки, просто хожу в бассейн. Ага, ну тоже тренировка, так. Ну, да, как бы так, для здоровья, для общего такого тонуса жизненного, для того, чтобы держать себя немножко в форме. И Ага. Опять же, гроші за абонемент заплатиш, вже хочеш не хочеш, надо йти. абсолютно верно. Потому что грошей шкода. Я активная женщина, да, занимаюсь ходьбой. Это каждый день я 2 километра прохожу. И я стараюсь не ехать в транспорте, а именно идти. Вы сегодня видели, что я шла пешком, да, активно и физически, так как дача имеется, мне много приходится трудиться. Вот эта физическая активность. И еще думать головой и применять законодательно. Да, это очень хорошо. То есть мозги думают, значит, я живу прекрасно.